Добрый вечер, 22:00, время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман», 7 февраля, 1441 день аннексии Крыма. В студии Искандер Меметов. Кто и когда сдал Крым во время аннексии? Об этом рассказывал адвокат беглого президента Виталий Сердюк. По его словам, решение о сдаче приняли на Совете национальной безопасности и обороны. О чем еще заявляли в суде, слышали мои коллеги. Крым сдали 24 марта 2014 года. Именно эту дату называет адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк. В этот день проходило заседание СНБО, утверждает защитник Януковича, и ссылается на протокол допроса в то время исполняющего обязанности министра обороны Игоря Тенюха. В нем говорится, что Тенюх на заседании докладывал о ситуации на полуострове и предлагал идти на прорыв. 23 березня під час засідання Ради національної безпеки України з ініціативи Полторака та Пашинського було прийнято ганебне рішення виводити військові частини з Криму з гордо піднятим знаменем. Пашинский на это пока не отреагировал, а вот Степан Полторак заявил, сомневается в том, что Тенюх на самом деле мог дать такие показания. По словам Полторака, он не мог принимать никаких решений по Крыму, так как в то время не занимал пост командующего Нацгвардии, а также не был членом СНБО. Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ, на суде доложил, что захват Крыма России готовился именно при участии Виктора Януковича и руководства силовых структур еще с начала 2010 года. По его словам, еще в 2009 году СБУ разорвала соглашение с российской ФСБ. Это те документы, которые позволяли сотрудникам спецслужб проводить деятельность на полуострове. ФСБшников тогда из Крыма выслали. Однако во времена Януковича разорванные соглашения восстановили, а агентов ФСБ на полуостров вернули. Наливайченко считает, что вводить военное положение в Украине нужно было еще 20 февраля 2014 года. Ті Збройні сили Чорноморського флоту Російської Федерації, які ще з 2010 року саме Янукович і партія регіонів в парламенті продавили силоміць продовження їх перебування і статусу розширення до 24 тисяч військовослужбовців, от вони і виступили тою військовою і воєнною силою, яка безпосередньо з 20 лютого і почала здійснення окупації, агресії і взяття під контроль. По делу о госизмене беглого президента Януковича допросили и помощника бывшего постоянного представителя Украины в Совбезе ООН Андрея Цымбалюка. Он сейчас советник постоянного представительства Украины в ООН. Цымбалюк рассказал, что аннексию Крыма Россия осуществила с помощью своих военных подразделений без опознавательных знаков. О самом начале захвата Крыма международное сообщество Украины проинформировало на заседании Совбеза ООН 28 февраля. Мали достатню інформацію про події, більш детально про події в Криму, про захоплення об'єктів інфраструктури, які відбулися напередодні, про захоплення Верховної Ради РК Крим, про захоплення будинку уряду. Найважливішим для нас було поинформувати про ситуацию, про то, что відбувається в Украине. Пока перечисляли все, в чем виноват Янукович, у здания Оболонского райсуда активисты соорудили для него импровизированную виселицу. Организаторы акции считают, суд уже слишком затянулся и требует для экс-президента справедливого приговора. Рияна Алиева, Рамиль Яникеев, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Семья Мустафы Калафатова до сих пор не знает о его местонахождении. Рано утром оккупационные силовики в Симферополе в микрорайоне Борчухрак, Фонтаны, обыскали дом Калафатова. Мустафу оккупанты увезли в неизвестном направлении, а сами начали искать запрещенные литературу и оружие. В общественном объединении «Крымская солидарность» предполагают, что Калафатова силовики задержали и увезли в Симферопольский райотдел. Где-то с 4 утра пришли силовики, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия. Вроде как основанием послужило то, что проводятся розыскные мероприятия по краже в магазине в городе Симферополе. Но в доме искали какие-то книги и тому подобное. То есть как-то вот не вяжется. Магазин, потому что вроде обокрали продуктовый, а искали какие-то книги, символики и тому подобное. Скорее всего, его увезли по направлению к отделению МВД. Могли узнать, что это была операция, проведенная МВД. ОМОН и СОБР там присутствовал на месте обыска. Я думаю, что он находится где-то там.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма рассмотрел рекордное количество апелляций на штрафы за одиночные пикеты крымских татар. 12 жалоб оккупационный суд отклонил, рассмотрение еще одной перенес. Подробнее дальше в сюжете. С 9 утра подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма начал рассматривать апелляции. Общественные защитники из разных городов Крыма пытаются обжаловать штрафы, присужденные крымским татарам за участие в одиночных пикетах. Под зданием суда собираются соотечественники. Я приезжаю, потому что очень жалею этих ребят, тех, кто сейчас за решеткой. Я прихожу их поддержать. Если бы народ был таким сплоченным изначально, мы бы давно вернули себе родину. Мои знакомые мне говорят: зачем ты ходишь на все эти мероприятия? Я говорю: таких, как вы, миллион. Чтобы достичь желаемого, мы должны быть одним целым. Так называемые судьи за 8 часов рассмотрели все 13 апелляционных жалоб. 12 из них отклонили. Одну перенесли на 15 февраля. Одна из общественных защитников, Лютфия Зудиева, говорит, результат сегодняшних решений предсказуемый. Мы указывали на то, что данные массовые одиночные пикеты являются общественной реакцией на очень резонансное событие в городе Бахчисарай. Согласно нормам европейского законодательства, и международного законодательства, такую реакцию нельзя квалифицировать как какое-то спланированное публичное мероприятие. В прошлом году, 14 октября, более сотни крымских татар вышли на главные автотрассы Крыма. Это была реакция на массовые обыски в Бахчисарае. В руках участники акции держали плакаты «Крымские татары не террористы». Тогда оккупационные силовики задержали большинство из них. Среди них был и Мустафа Мурахас. Он вспоминает тот день. Перед тем, как забирали меня сотрудники, они мне объяснили, я когда спросил, я нарушаю ли какой-то закон Российской Федерации, они мне сказали, не нарушаете. Оккупанты квалифицировали одиночные пикеты как несанкционированное массовое собрание и оштрафовали более 80 участников. Общая сумма штрафов перевалила за 1 000 000 рублей. Сабрина Асанова, Олег Трофимович, Заман, АТР. Ухудшилось состояние здоровья Кязима Аметова, фигуранта дела Виджея Кашка. Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбетдинов. Он посетил подзащитного в Симферопольском СИЗО. Рассказал, что условия содержания ужасные. Не хватает коек, кругом крысы и клопы. Он стал плохо видеть, что у него, обострилась гипертония, что у него было несколько моментов, когда болело очень сердце. Какую-то качественную медицинскую помощь ему там не оказывают. Условия абсолютно невыносимые с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм. Он говорит, что там крысы, клопы. Он говорит, что всего лишь 20, там содержится 22 человека в этой камере, и коек всего 20, то есть они там как-то спят по очереди. Адвокат рассказал, что направил в оккупационную прокуратуру Крыма жалобу о нечеловеческих условиях содержания Аметова и требование немедленно его освободить. Ведь 15 января истек срок содержания Аметова под стражей. В ноябре прошлого года российские силовики задержали 4 крымских татар: Кязима Аметова, Асана Чепуха, Руслана Трубача и Бекира Дигерменджи. Их обвинили в будто бы вымогательстве денег у гражданина Турции. Во время этой спецоперации ветерану крымско-татарского национального движения Виджея Кашка стало плохо. Ее сердце остановилось в карете скорой помощи. Напрасное ожидание. В аэропорту Праги встречали Романа Сущенко, Александра Кольченко, Владимира Балуха и других узников Кремля. Люди собрались в зале ожидания с именными табличками пленников Кремля, ждали их возвращения. Активисты требуют освобождения украинского журналиста Романа Сущенко и других граждан Украины, среди которых много крымских татар. Подобные акции активисты проведут во многих аэропортах мира сегодня и завтра. Поехал в Крым, теперь отвечай. Посол Украины в Германии Андрей Мельник жестко поговорил с лидерами партии «Альтернатива для Германии». Как известно, ее представители сейчас путешествуют по оккупированному полуострову. Обсуждают возможность отмены санкций со стороны агрессора и признания Крыма российским. Встречу с немецкими политиками посол назвал малоприятной, но при этом конструктивной и аргументированной. И отметил, что те пообещали в дальнейшем думать, прежде чем принимать подобные приглашения.
Тем временем в Германии договорились о большой коалиции. Ее сформировали консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии. В соглашении подписали поддержку Германии полного восстановления территориальной целостности Украины. Стороны разделили 15 министерских портфелей, треть из которых получили социал-демократы. Уже известно, что новым главой МИДа станет Мартин Шульц. Если все утвердят соглашение, Германия получит новое правительство к католической Пасхе, то есть до 1 апреля. Во-первых, сформировалось в конце концов стабильное правительство. Во-вторых, во время переговоров думать об интересах людей. Я уверена, что коалиционное соглашение, которое мы согласовали, предусматривает именно это – формирование хорошего и стабильного правительства, в котором так нуждается наша страна и которого, между прочим, ждут многие в мире. Турция готова к безвизовому режиму с ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара выполнила практически всю необходимую работу для безвизового режима с Евросоюзом. Глава турецкого МИД также сообщил, что Турция направит вице-президенту Еврокомиссии Францу Тиммермансу письмо с подробным описанием шагов Анкары. Другой турецкий министр по делам ЕС Амир Челик заявил, что турецкая сторона подготовила проект документа для граждан Турции относительно безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны и предоставит его в ближайшее время Еврокомиссии. За авиаперелеты в Крым российские авиакомпании будут наказаны. О санкции говорили в представительстве президента в Автономной Республике Крым. Украина уже подготовила более 28 тысяч протоколов о нарушении воздушного пространства самолетами российских авиакомпаний. Убытки от незаконного использования россиянами аэропортов на полуострове перевалили за 3 миллиарда гривен. Эти факты должны стать основанием для введения международных санкций в отношении авиакомпаний-нарушителей. Там эти все суда воздушные, они в лизинге. Есть страховые компании международные, которые страхуют эти суда, страхуют пассажиров. А есть обслуживание этих воздушных судов. Это тоже не в России происходит. Понимаете? У нас достаточно большое количество рычагов влияния на эти авиакомпании, чтобы они прекратили полети в Крим. Переслідування кримінальне керівництва авіакомпанії, самої авіакомпанії як юридичної особи, відповідно розшук, Інтерпол і так далі. Санкції в Україні, щоб ця авіакомпанії і структури, які з ними співробітничають, не могли в Україні мати легального бізнесу. Санкції, списки Європейського Союзу, інших наших партнерів, щоб ці авіакомпанії там не могли працювати. Это все новости на сегодня. Мы будем следить за происходящим в Украине и мире и расскажем обо всем завтра в 8 утра в первом же выпуске «Заман». Будьте с нами.